Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом и не только мы с моими коллегами расскажем в ближайший час. И начнем с курса валют. Итак, на сегодняшний день курс рубля, установленный Центробанком по отношению к доллару, составил 66 рублей и 41 копейку. За евро просят 73 рубля и 86 копеек. Что касается обмена в якутский, то на данный момент выгоднее продажа американской валюты осуществляется Россельхозбанком. Он покупает за 66 рублей 50 копеек, а продает ниже всех восточный за 66 рублей и 90 копеек. По евро выгодное предложение по обоим позициям дает тот же Восточный банк. Покупает за 73,75 и продает за 74,20. Данные предоставлены сайтом banki.ru. Между тем, спрос на ипотеку на Дальнем Востоке снизился в первом полугодии. По итогам первой половины 2019-го было заключено свыше 30,5 тысяч сделок, что на 14% меньше аналогичного периода прошлого года. В первую очередь такая динамика объясняется повышением ставок ипотечного кредитования. На 1 июля 2019-го средневзвешенная ставка составила 10,3%, тогда как годом ранее она составляла 9,6%. Свои коррективы в спрос внесла неопределенность на рынке недвижимости, связанная с внедрением механизма расчета через эскроу счета, а также ожидаемое потребителями снижение процентных ставок по ипотечным кредитам вследствие прогнозирования рынком уменьшения ключевой ставки во второй половине 2019-го. Но при этом совокупная задолженность жителей ДФО по ипотеке с начала года выросла на 8% до 422 миллиардов рублей. Доля же просроченной задолженности, наоборот, сократилась до 0,93%, то есть граждане готовы добросовестно платить жилищные кредиты, если они будут выданы по нормальной кредитной ставке. Строительство теплицы в Якутии получит поддержку от Фонда развития Дальнего Востока. Решение об этом было принято на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов макрорегиона. Льготное финансирование – это один из механизмов поддержки, который действует только на Дальнем Востоке. Рассматривался ход строительства тепличного комплекса по японским технологиям в Якутске. Проект реализован компанией «Сайюри» в Торг-Кангаласе. Его общая стоимость составляет 1,7 миллиарда рублей, из которых 600 миллионов инвестирует как раз-таки в Фонд развития. Проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещения. К примеру, сегодня 80% якутского рынка занимают китайские овощи. Жители освободят от платы за ТКО. По крайней мере, на 3 ближайших месяца это произойдет из-за перерасчета с начала года. В чем причина и как будем платить за твердые отходы дальше, расскажет моя коллега Саргалана Захарова. Саргалана, ждем подробностей. Здравствуй, Василий. Тема обращения с твердыми коммунальными отходами и тарификации этой услуги не дает покоя россиянам уже много месяцев. С 1 января этого года вступил в силу новый закон. Теперь мусором занимается в каждом регионе свой региональный оператор. В случае с Якутией их целых 3. Из-за большой территории, конечно. Центральную зону обслуживает компания «Якутск Экосети». Планы на начало были самые амбициозные: раздельный сбор мусора, утилизация, переработка. Все как в прогрессивных странах Европы. В том числе большим началом к чистому будущему должен был стать новый мусорный полигон в столице. Планировали его построить уже в этом году. Даже заложили в стоимость услуги размер расходов на его обустройство. Выделили землю на 26-м километре Вилюйского тракта. Прошло больше половины года, но ни полигона, ни теперь уже земельного участка нет. Говоря о причинах потери участка, он не прошел экспертизу у природоохранных ведомств. Экспертиза шла достаточно долго, пытались доработать проект. Многие замечания или недостатки были устранены, но появились новые. Что с моей точки зрения серьезное, это что выяснилось, что грунты, которые расположены, они для этого малопригодны.
И это стало одной из ключевых причин освобождения жителей столицы и поселка Жатай от данной статьи расходов на ближайшие 3 месяца. Нет обещанного полигона, нет денег от населения. К такому решению глава республики пришел на совещание с регоператорами, которое прошло на этой неделе. Айсен Николаев отметил, что Якутская Кассеть ненадлежащим образом исполнял свои обязательства. Сегодня накопилось достаточно много проблем, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов. Начнем с того, что есть объективные причины. Отсутствие современной инфраструктуры, нехватка площадок для накопления отходов, спецтехники. Но вместе с тем остро стоит вопрос заключения договоров с организациями и физическими лицами. Эта работа должна проводиться региональным оператором в тесной связи с муниципальным образованиями, сказал Айсен Николаев. Теперь стоимость услуги меньше на 32%. Если старая цена была 131 рубль за одного человека, то новая на уровне 88 рублей. Причем решили пересчитать тариф с 1 января текущего года. Так получается, что в месяц каждый житель столицы переплачивал за услугу 42 рубля 72 копейки. А в общем за 7 месяцев переплата накопилась в размере 299 рублей. В свою очередь эту сумму разложили на части и вышло, что горожане оплатили наперед сразу за 3 месяца и частично за 4. В ноябре в квитанциях стоимость услуги посчитают по тарифу 33 рубля 81 копейка за человека. Это не касается вопроса изменения регионального оператора. Региональный оператор как был утвержден по итогам конкурса проведенного, так и он и остается действовать. Это речь идет именно о тарифах. В тарифном законодательстве написано, что когда мы видим, что инвестиционная программа не выполняется, мы обязаны это снимать с тарифов. Новый тариф официально утвердят в Госкомцене 30 августа. Он будет включен в документ уже без учета инвествложений по строительству нового полигона. Когда его вернут в стоимость услуги, пока неизвестно. Однако можно с уверенностью сказать, что платить за несуществующие работы якутяне точно больше не будут. У меня на этом все. Василий. Ну что ж, Саргалана, спасибо. А мы продолжаем обзор экономических новостей. Несмотря на снижающийся показатель реальных доходов населения, россияне стали все больше копить. Причем уровень сбережений достиг максимальной отметки с начала прошлого года. Подробнее о причинах такого явления расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, расскажи, почему сложилась такая ситуация, с чем это связано? Граждане что-то предчувствуют? Да, Василий, приветствую. Все очень просто. Жители страны боятся наступления нового кризиса и в том числе последствий повышения пенсионного возраста. Россияне резко стали увеличивать свои накопления, причем хранить деньги все больше граждан предпочитают в рублях. Норма сбережений во втором квартале достигла почти 2-летнего максимума, следует из комментария Центробанка. Население напугано участившимися разговорами о рецессии и возможном кризисе, ощущает падение доходов и рост закредитованности, поясняют аналитики. Во втором квартале этого года норма сбережений населения резко увеличилась по сравнению с январем-мартом на 4% пункта и достигла примерно 10%. Это максимальный показатель с начала 2018 года. Львиную долю сбережений россияне предпочитают хранить в рублях. Далее по популярности вложений, недвижимость и иностранная валюта. Рост нормы сбережений связан с повышением неопределенности по поводу дальнейшего развития экономики. Кроме того, многих россиян пугает перспектива нового кризиса, из-за чего лучше копить на черный день и на пенсию в связи с повышением пенсионного возраста. Импортные органические продукты могут исчезнуть с российских прилавков, а поставщикам и ритейлерам грозят миллиардные убытки. К таким последствиям может привести выполнение некоторых требований закона об органической продукции, которые вступают в силу с 1 января следующего года. В частности, в соответствии с законом все продукты с надписью «органический» должны иметь российские сертификаты. Сейчас такая продукция имеет международные сертификаты, выданные в основном в Евросоюзе, но с 1 января она станет нелегитимной и должна быть отозвана из оборота. При этом отмечается, что сертифицировать импортную продукцию на соответствие российским требованиям почти невозможно из-за неготовности механизмов. В стране работает только один аккредитованный орган сертификации, и его возможности ограничены. Кроме того, подзаконные акты, которые регулируют порядок процедуры, до сих пор не приняты. В странах Европы и США пометка «био» или «органик» означает, что продукция производилась без использования химикатов, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и определенных средств защиты растений. В России до последнего времени законы не определяли, что является био- или органик продукцией, поэтому производители просто использовали такие пометки для привлечения внимания покупателей.
В России могут ввести квоты на госзаказ российских товаров. С таким предложением выступил Минпромторг. Квоты будут рассчитаны на 2 года. В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30% товаров российского производства. В 2021 году 50%. Таким образом, Минпромторг хочет поддержать производителей российских товаров, в частности, стимулировать спрос на продукцию оборонной отрасли после сокращения гособоронзаказа. В Федеральной антимонопольной службе отметили, что искусственные ограничения могут нанести ущерб добросовестной конкуренции, что негативно отразится на экономике. В ведомстве считают, что предложение Минпромторга в текущей редакции может существенно усложнить систему госзакупок. В рамках деловой программы 7-й ежегодной международной стартап-конференции «Стартап Village» в инновационном центре Сколково была подписана дорожная карта сотрудничества между Якутией и фондом Сколково, дополняющая ранее заключенное соглашение. Дорожная карта предусматривает содействие в получении технопарком Якутия статуса регионального оператора фонда Сколково. Фонд Сколково – ведущий институт инновационного развития, на базе которого созданы особые условия для научных исследований и разработок высокотехнологичных компаний. Статус регионального оператора фонда позволит технопарку Якутии отбирать технологические инновационные проекты в регионе для получения поддержки на федеральном уровне, оказывать содействие резидентам в выходе на федеральные и международные рынки, привлекать индустриальных партнеров и оказывать часть сервисов фонда. Благодаря новому статусу резиденты технопарка смогут эффективнее привлекать инвестиции и патентовать разработки, будут участвовать в акселерационных программах и мероприятиях, проводимых фондом Сколково. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале. Ну а актуальная информация из мира финансов в следующем выпуске. Василий, спасибо. Спасибо тебе, Иван. А я напомню нашим телезрителям, что в очередной раз экономическую ситуацию в стране для нас прояснил мой коллега Иван Лазаренко. А теперь расскажем о событиях, которые произошли за рубежом. Правительство Британии попросило королеву приостановить работу парламента. Таким образом, английская верхушка власти, кажется, нашла способ вывести Великобританию из Евросоюза на своих условиях, без участия законодательного органа. Но оппоненты обвиняют правительство в подрыве демократии и грозят судами. В политических играх разбирался Роман Чуриков. Правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента. Это может произойти буквально через несколько дней после того, как депутаты вернутся с каникул 3 сентября и всего за несколько недель до установленной даты Брексита. В качестве предлога Джонсон использовал процедуру под названием «Речь королевы», которую назначил на 14 октября. В ней Елизавета II огласит программу правительства. Как я уже говорил на ступенях резиденции на Даунинг-стрит, мы не будем ждать до 31 октября для того, чтобы огласить, как наша страна будет развиваться дальше. У нас новое правительство, перед которым стоит очень увлекательная задача – сделать наши улицы безопасней, снизить уровень преступности, инвестировать в нашу блистательную систему здравоохранения, увеличить финансирование образования и инфраструктуры. Это то, что будет вести наше государство в будущее. Все дело в том, что перед выступлением монарха парламент ненадолго прекращает проводить заседания, поскольку большая часть депутатов, являющихся членами правительства, занимаются подготовкой программы. То есть у депутатов почти не останется времени на принятие законов, которые могли бы помешать премьер-министру вывести Лондон из Евросоюза без соглашения. Заявление Борис Джонсон сделал через день после того, как оппозиционные партии договорились объединить усилия для противодействия жесткому Брекситу. Сегодня же глава лейбористов назвал действия премьера оскорблением Конституции. Приостановка работы парламента – это неприемлемо. Премьер-министр подминает под себя и уничтожает нашу демократию для того, чтобы протащить свой вариант выхода из Евросоюза. Чего он так боится, если решает блокировать работу депутатов? Когда мы, наконец, начнем заседание на следующей неделе, первое, что мы сделаем, это попытаемся не допустить этого. Во-вторых, мы инициируем процесс вынесения Джонсону вотума недоверия. Шаг Даунинг-стрит раскритиковал даже спикер Палаты общин Джон Беркоу, обычно сохраняющий нейтралитет. Он заявил, что действия Бориса Джонсона – это оскорбление демократии и прав народа Великобритании, который избрал депутатов своими представителями. Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала остановить правительство, ибо, как она выразилась, этот день войдет в историю как дата смерти британской демократии.
а бывший глава правительства Джон Мейджор пригрозил Борису Джонсону судом. До крайнего срока для выхода Великобритании из ЕС остается 2 месяца и 2 дня. Поддельные слитки золота на 50 миллионов долларов попали на мировые рынки за 3 года. Рост фальсификаций взволновал мировую золотодобывающую промышленность. На рынок попали поддельные слитки, проштампованные логотипами крупных швейцарских перерабатывающих заводов. Обнаружили около 1000 брусков высочайшего качества. По словам аналитиков, поддельные бруски используют для отмывания контрабандного или же нелегального золота. Анастасия Дмитриева расскажет детали преступной схемы. На мировом рынке золота внутренний скандал. В обращение попали поддельные слитки. Об этом агентству Рейтер рассказали руководители банков, заводов по переработке драгметаллов и другие игроки отрасли. По их словам, сам металл высочайшего качества, а вот штампы на нем нет. Они похожи на те, что ставят уважаемые золотоперерабатывающие предприятия, но на самом деле их происхождение неизвестно. По мнению аналитиков, фальсификат могут использовать для отмывания средств наркодилеров и боевиков. За последние 3 года в хранилищах, в том числе банка JP Morgan, были обнаружены поддельно маркированные бруски на сумму около 50 миллионов долларов. Их трудно определить, и это значит, что контрафакта на рынке может быть гораздо больше. Никто не знает, где отливают изделия, хотя отраслевые эксперты считают, что большинство из них производится в Китае. Аналитики говорят, что до 600 тонн золота вывозится из страны каждый год. Шанхайская биржа золота, которая регулирует рынок драгоценных металлов в стране, оспаривает это утверждение. Ее представители говорят, что вся продукция проходит тщательную проверку, а о возможном производстве контрафакта в КНР или его транспортировке им ничего не известно. Теперь заводы по переработке начали использовать для борьбы с контрафактом технологии. Швейцарский производитель Металлор наносит маркировку специальными чернилами. Другие хранят записи микроскопического детального сканирования каждого произведенного бруска. Впрочем, по текущим котировкам каждый слиток стоит около 50 тысяч долларов. Так что, по мнению экспертов, контрабандистам и не нужно, чтобы на рынок попало много подделок. Даже при маленьких объемах они заработают большие деньги. Суд в США обязал Johnson & Johnson выплатить 572 миллиона долларов по делу об опиоидах. Фармацевтическую компанию признали виновной в стимулировании опиоидного кризиса. Елена Островская с подробностями. Johnson & Johnson оштрафована на 572 миллиона долларов. Окружной судья из штата Оклахома Тед Болкман постановил, что американская фармацевтическая компания несет ответственность за стимулирование опиоидного кризиса. Прокурор Майк Хантер просил взыскать с производителя лекарств 17 миллиардов долларов. По версии обвинения, Johnson & Johnson на протяжении многих лет сознательно преуменьшала риски употребления сильнодействующих обезболивающих. Врачи слишком легко выписывали рецепты на опиоидные препараты, и это привело к увеличению смертности от передозировки. По данным властей, в период с 1999 по 2017 годы число людей, умерших от передозировки опиоидов в США, приближалось к 400 тысячам человек. Только в Оклахоме, как утверждают юристы, с 2000 года погибло около 6 тысяч. Сейчас эта проблема одна из ключевых в американском здравоохранении. Ее корни уходят еще в 90-е, но выработать стратегию борьбы не удается до сих пор. В 2018 году Дональд Трамп присвоил кризису статус чрезвычайной ситуации. За делом в Оклахоме внимательно следят по всем Соединенным Штатам. Число аналогичных исков приближается к 2000. Johnson & Johnson отрицает свою вину. Компания намерена обжаловать решение суда. Президент Боливии Эво Моралес принял участие в тушении горящих амазонских лесов. Но даже его силы не помогают пожарным остановить огонь. Татьяна Гомозова рассказывает о масштабах проблемы. Президент Боливии лично тушит лесные пожары. Во вторник Эво Моралес присоединился в Санта-Розе к спасателям, которые пытаются справиться с огнем, пока без особого успеха. На прошлой неделе страна арендовала у корпорации «Боинг» их пожарный самолет «Супертанкер». На борьбу с бедствием мобилизованы более 2000 человек и авиация. Тем не менее, пожары продолжают распространяться по стране. За последнюю неделю площадь горения увеличилась вдвое. Власти оценивают масштаб катастрофы в 1 000 000 гектаров. На выгоревшей территории земля покрыта пеплом, повсюду лежат погибшие животные. Выжившим пытаются помочь ветеринары. Они говорят, что те, кто не погиб из-за жара и дыма, обессилели от голода и жажды.
По словам местных жителей, в окрестностях города Чарагуа так и не появились ни военные, ни пожарная авиация. Бедствие продолжается и в бразильской Амазонии. Там горит почти в 2 раза больше лесов, чем в прошлом году. Съемка с беспилотника позволяет увидеть печальную картину там, где прошел огонь. Данные спутникового мониторинга показывают 72 тысячи очагов возгорания. Рекордное число с 2013 года. Между тем, Жаир Болсонару потребовал во вторник, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон взял назад оскорбительные высказывания в его адрес, после чего бразильский лидер, возможно, примет $20 миллионов помощи, предложенной ему на саммите Большой Семерки. Болсонару ранее высмеял супругу Макрона и обвинил его самого в неуважении к суверенитету Бразилии. Тот, в свою очередь, назвал Болсонару лжецом и сказал, что бразильянкам должно быть стыдно за такого президента. Это были мировые новости, главные события, которые произошли за пределами страны. Ну а сейчас расскажем о законодательных нововведениях в России. Уголовную ответственность за заведомо ложное заключение эксперта предлагается предусмотреть на всех стадиях судебного и досудебного производства. Максимальное наказание может составлять до 5 лет лишения свободы. Сейчас ответственность установлена только для экспертов, работающих на стадии предварительного расследования или в суде. Между тем, органы пожарного надзора будут проверять проектную документацию на всех стадиях и выдавать заключения при строительстве зданий с массовым пребыванием людей. Особое внимание при этом предлагается уделить торгово-развлекательным комплексам, кинотеатрам и концертным залам, а также школам, больницам и так далее. И об охоте с 5 до 15 лет продлят срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия. Это позволит уменьшить затраты охотников на переоформление документов, при этом контроль за безопасностью оборота не снизится. У самолета «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Якутия», выполнявшего рейс из Якутска в Певек, треснуло лобовое стекло. Об этом накануне нашему телеканалу сообщил источник в авиационных кругах Чукотского автономного округа. Инцидент произошел, как уже было ранее сказано, накануне. Посадка самолета прошла штатно, никто не пострадал. Обратный рейс в Якутск был отменен. Как сообщил генеральный директор аэропорта Певек Сергей Батыченков, в настоящее время самолет находится на стоянке в аэропорту, ожидает прибытия специалистов технической службы авиакомпании «Якутия». Между тем, в полицию Алекминска обратились 2 пожилые женщины, проживающие в одном из сел района. Обе они стали жертвами преступников, вооруженных охотничьим ружьем. Подробности узнаем у нашего обозревателя Александра Хавренко. Александр, я тебя приветствую. Удалось ли задержать злоумышленников? Здравствуй, Василий. К счастью, да, злоумышленников задержали. Ружье, которым они угрожали пожилым женщинам, изъято. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. В дежурную часть ОМВД России по Алекминскому району поступило сообщение о том, что на одинокую 79-летнюю жительницу одного из сел района совершено разбойное нападение. По словам потерпевшей, неизвестные ворвались в ее частный дом, взломав дверь и выбив окно. Угрожая охотничьим ружьем, они похитили остаток ее пенсии в размере 10 тысяч рублей. На следующий день в полицию поступило аналогичное сообщение от 81-летней пенсионерки, проживающей в том же населенном пункте. Как пояснила пожилая женщина, вооруженные грабители ворвались в ее дом в ночное время. Но у нее не оказалось сколько-нибудь ценного имущества, и грабители ушли ни с чем. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в дерзких преступлениях были задержаны. Ими оказались условно осуждены 28-летний местный житель и его 23-летний приятель. У одного из подозреваемых было изъято незарегистрированное охотничье ружье. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ранее судимый 28-летний подозреваемый заключен в изолятор временного содержания, а его младший соучастник находится под подпиской о невыезде. А в Среднеколымске стражи порядка раскрыли кражу из магазина. Ночью 15-летний школьник взломал навесной замок и проник в магазин. Добычей воришки стали продукты питания, 3 блока сигарет и деньги из кассы. Общий ущерб оценивается в 26 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вечером 27 августа на федеральной трассе Лена, близ села Павловка, автомобиль Toyota Ipsum совершил наезд на лошадь. После удара машина съехала с дороги в сторону леса. В результате ДТП пассажир, девушка 2001 года рождения с ушибами и сотрясением мозга, обратилась в травматологическое отделение села Майя.
Девушка сидела на заднем пассажирском сидении за водителем, была пристегнута ремнем безопасности. Сам водитель и еще 2 пассажира, находившиеся в салоне, не пострадали. Животное от полученных травм скончалось на месте. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации во всем регионе в связи с паводковой обстановкой. Напомню, в Приморье 2 суток не прекращали сильные дожди, которые вызвали временное затопление некоторых улиц, исход селей во Владивостоке, подтопление территории около аэропорта, а также локальное отключение электричества. По информации приморских синоптиков, в крае выпало к среде 3 месячных нормы осадков. Вчера вечером в Новосибирске во время работ по реконструкции обрушилась стена и кровля здания по улице Ударной. Наиболее вероятной причиной обрушения называют нарушение требования проведения строительных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Из-под завалов извлечены тела 2 погибших. Еще 2 рабочих госпитализированы с травмами. В Краснодарском крае суд ограничил в правах отца, посадившего ребенка на цепь. На закованного ребенка обратили внимание в сельском магазине, когда сильно истощенный мальчик попытался незаметно взять с полки круассан. Подробности у Татьяны Владимировой. Виктория, мама мальчика, замирает в ожидании. С минуты на минуту суд огласит решение. Ограничить Матвиенко Валентина Валентиновича в родительских правах. Из суда она выходит с улыбкой. Сын теперь будет жить с ней. Скажите, вы довольны результатом сегодня? Да, довольна. Заберу сегодня Тихона или завтра, как будет, мне бумажку дадут определение. Наконец заберу его. И он будет очень доволен. Эти кадры стали основанием для возбуждения дела. На снимке 10-летний Тихон. На шее увесистая цепь и 2 замка. Таким его увидели в магазине жители села Великовечное под Краснодаром. Мальчик был истощен и голоден. Попытался незаметно взять круассан. А у него кофточка такая. Видно, что она у него топорщится так. Они говорят, у тебя в кофте там что-то есть, давай открывай. Он говорит, я ничего не брал. Они ему расстегнули мастерку, кофточку, а у него на шее цепь с замком. Вызвали полицию. Цепи удалось снять лишь при помощи болтореза. Следователям школьник рассказал, что живет с отцом и мачехой отдельно от своей биологической мамы. В тот день у новой супруги отца начались схватки. Мужчина повез ее в роддом. Сына отвел в сарай, обмотал вокруг шеи металлическую цепь, свободный конец закрепил за деревянную ножку стеллажа. Мальчик смог освободиться и выбраться на волю. Виктория говорит, бывший супруг всегда был тираном, но такой жестокости она за ним не замечала. Было больше психологическое давление, а тут, видать, может, стал не справляться, я не знаю. И поэтому, видать, решил, что надо посадить на цепь. К сожалению, это, конечно, сильно жестоко. Родители мальчика в разводе 8 лет. По решению суда в 2016-м мальчика передали под опеку отца. Виктория утверждает, сына бывший супруг буквально отвоевал. Потом запретил ей видеть ребенка. А вот сам отец во всем обвиняет Викторию. Ей минимум поставили 2000, она даже их не платила. А он живет со мной 10 лет. Кто его температуру сбивал его? Кто его в школу водил, кто его обувал, кто его одевал и почему у него 4 на 5 оценки, почему он ходил на дополнительные занятия и почему он одет был лучше всех в школе. Я не изверг, не тиран, я психически нормальный, не алкоголик. Я уважаю решение суда, добавляет отец мальчика. На время следствия он находится под подпиской о невыезде. Наталья Владимирова, Георгий Белецкий, Новости 360. В Японии продолжает бушевать стихия. По меньшей мере 2 человека погибли в Японии из-за проливных дождей, которые вызвали оползни и подтопление. Подробности расскажет Татьяна Гамозова. Проливные дожди вызвали оползни и подтопления на юге Японии. В среду по меньшей мере 2 человека стали жертвами стихии на острове Кюсю. Телеканал NHK сообщил, что 1 мужчина погиб, когда его машину унесло водой. Власти объявили эвакуацию 850 тысяч человек. Судя по видео, записанным очевидцами, во многих местах улицы практически ушли под воду, а за городом вышедшая из берегов река затопила окрестности. Местами выпало более 100 миллиметров осадков. Метеорологическое бюро Японии объявило высший 5-й уровень опасности. В северной части Кюсю ливни идут крайне редко. По запросу префектуры Сага вооруженные силы Японии отправили на помощь в пострадавшие районы солдат. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны. Василий, на этом у меня все. Александр, спасибо. Держи нас в курсе событий. С нами был Александр Хавренко. А мы двигаемся дальше.
Индийской матери двоих детей 47 лет, и она совсем недавно стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Журналистам она рассказала о том, что возраст не может стать помехой, чтобы лишь 6 лет назад начала заниматься спортом и решила посвятить это пауэрлифтингу. А когда узнала, что у нее отличные данные для пауэрлифтинга, увлеклась этим видом спорта. Теперь она тренируется с супругом, пилотом индийских авиалиний. 47-летняя спортсменка выступила в своей возрастной категории на открытом азиатском чемпионате по пауэрлифтингу, который недавно прошел в Челябинске, и забрала домой аж 4 золотые медали. Я никогда не думала о возрасте, я просто работала последние 6-7 лет. Да, поддержка со стороны семьи очень важна, но я не думаю, что кто-либо другой может подталкивать и мотивировать человека так усердно работать каждый день, кроме него самого. Моя мотивация внутри меня, я сосредоточена, никого не вижу, ни о чем другом не думаю. Это была судьба, и это должно было случиться со мной сейчас, и это случилось. В Барселоне презентовали памятник легендарному игроку клуба Йохану Кройфу. Президент клуба похвалил легенду, который заложил основы современного футбола, и выразил сожаление по поводу его потери. Сын Кройфа Джорди поблагодарил клуб за честь, за размещение статуи отца возле стадиона, сказав, что это подходящее место для человека, который обеспечил несколько действительно славных моментов в Барсе. Голландец был иконой игры, и его имя всегда будет ассоциироваться с настоящим футболом, тактической игрой, требующей от спортсменов интеллекта и технических навыков. Считается, что его идеи заложили основу для успеха Барселоны сегодняшней. Напомню, что Кройф провел 5 лет в Барселоне, но старт его начался в детском клубе «Аякс» еще в 1970-х годах. И после ухода на пенсию он вернулся, чтобы управлять «Аяксом», а затем и Барселоной, выиграв первый клубный Кубок Европы в 1992 году. 24 марта 2016 года Кройф скончался в возрасте 68 лет после короткой битвы с раком легких. Переходим к нашему региону. В Томоте открыли футбольную площадку. На городском стадионе появилось искусственное покрытие. Первый символический удар по мячу перед товарищеским матчем сборных Алдана и Томота на новом стадионе нанес глава Минспорта Якутии Иннокентий Григорьев. Игра закончилась со счетом 5-1 в пользу томотцев. По словам министра, рядом со стадионом строится открытый хоккейный корт. Его открытие запланировано на 2020 год. 24 сентября в Якутске стартует фестиваль по вольной борьбе и игры ботуров. Соревнования посвящены памяти первого победителя первенства мира среди юношей по вольной борьбе Илариона Федосеева. Подробности узнаем у моего коллеги Андрея Мухоплева. Андрей, здравствуй. Чего ждать от фестиваля? Приветствую, Василий. Этот фестиваль соберет самых лучших юных борцов со всей Якутии. Хотелось бы отметить, что этот фестиваль впервые прошел 20 лет назад на стадионе Туймада по инициативе нашего первого президента республики Михаила Николаева в центре города. Но об остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. В сентябре стартует фестиваль по вольной борьбе «Игры ботуров». Соревнования посвящены памяти первого победителя первенства мира среди юношей по вольной борьбе Илариона Федосеева. Самый массовый республиканский детский турнир по борьбе будет проведен по 4 возрастным категориям и соберет лучших юных борцов со всей республики. В этом году борцы будут состязаться на коврах Центра спортивной подготовки «Триумф». Звания лучших будут выявлять среди спортсменов 2002 по 2009 годов рождения. Традиционный праздник борьбы стартует 4 сентября и завершится в воскресенье 8 сентября. Фестиваль борьбы «Игры ботуров» впервые состоялся в 1999 году на стадионе Туймада по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. В прошлом году турнир собрал тысячи юных борцов. Хорошие результаты на предыдущем фестивале показали воспитанники столичной, Чурапчинской и Сунтарской школ борьбы. Россиянин Кирилл Абросимов одержал победу на 7-м этапе мировой серии по плаванию на открытой воде. Соревнования проходили в Северной Македонии на Охридском озере. 27-летний россиянин преодолел дистанцию 10 километров за 2 часа 21,8 секунды. Второе место занял француз Аксель Реймонд, уступив Кириллу 0,1 секунды. Третьим стал итальянец Матео Фурлан, проиграв французу 1,5 секунды. Для Абросимова эта победа стала первой в карьере на этапах мировой серии. Россиянин является трехкратным чемпионом Европы по плаванию на открытой воде на дистанциях 5 и 10 километров. Следующий этап мировой серии пройдет на Тайване 7 сентября.
Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Испании со счетом 74-55 в заключительном товарищеском матче перед стартом Кубка мира. Встреча прошла в китайском Нимбо. Ранее российские баскетболисты проиграли команде Аргентины со счетом 64-85. В ходе подготовки к Кубку мира россияне выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли вторые места на турнире в Москве и Финляндии. Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Россиянка Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, одержала победу на показательных соревнованиях по прыжкам с шестом, которые прошли на железнодорожном вокзале в Цюрихе. В преддверии старта финала бриллиантовой лиги россиянка показала результат 4 метра 87 сантиметров. Анжелика обошла представителей Америки и Канады. Финал в бриллиантовой лиге пройдет в двух городах – Цюрихе и Брюсселе с 29 августа по 6 сентября. Американская гонщица Джесси Копс погибла в результате аварии, пытаясь установить новый мировой рекорд скорости на реактивном автомобиле среди женщин. Джесси часто появлялась на телевидении в качестве ведущей и гостя различных передач. Разбилась во вторник в пустыне Алворда в штате Орегон. Копс пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном четырехколесном автомобиле. В октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин, который держался в течение 48 лет, разогнавшись до 632 км в час. Во вторник она планировала развить скорость до 996 км в час. В заявлении семьи отмечается, что она пыталась побить абсолютный женский рекорд скорости передвижения по суше, установленный в 1976 году каскадершей и гонщицей Кити О'Нил. Тогда ей удалось развить скорость на трехколесном реактивном автомобиле 843 км в час. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Василий, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Андрей. Это был наш спортивный обозреватель Андрей Мухоплев. А мы двигаемся далее. Жители города Нерюнгри обеспокоены затянувшимся ремонтом на центральной дороге улицы Карла Маркса. Впрочем, дорожники уверены, все работы завершатся в срок. Сейчас там находится наш корреспондент Александра Цыбикова. Все подробности узнаем у нее. Александра, рад тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, как идет ход работ. Здравствуй, Василий. Да, действительно, перекрытые улицы вызывают некоторые неудобства, но это одна из центральных улиц города, общая площадь которой составляет более 19,5 тысяч квадратных метров. И именно на нее приходится весь транспортный поток города. Но, несмотря на это, я думаю, что нерюнгринцы могут подождать, потому что на протяжении долгого времени не осуществлялось никакого ремонта вообще в Нерюнгри. И именно на этой улице отсутствовала система водоснабжения, из-за чего асфальтное покрытие пришло в негодность. Рядом со мной начальник отдела дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства города Нерюнгри Антон Тишков. Антон, здравствуй. Скажи, пожалуйста, вот нерюнгринцев волнует вопрос о том, укладываетесь ли вы в сроки, и скажи о том, какая работа уже проделана и что еще будет сделано. Здравствуйте. Да, действительно, мы укладываемся в сроки, потому что окончание сроков капитальному ремонту улицы Карла Маркса составляет 1 сентября 2020 года. На данный момент у нас уложено порядка 4,5 тысяч асфальта на тротуары и около 5 тысяч на дорожное полотно в первый слой. По срокам планируется выполнить работы на 65%. В этом году, если нам позволят погодные условия от проектных. Работы ведутся... Работы ведутся, то есть по графику, да? Работы ведутся по графику, даже местами идем с опережением, но просим также жителей нашего города немного потерпеть в связи со сложившимися неудобствами. Спасибо, Антон. Хочу напомнить, что данная программа действует в рамках реализации развития Нерюнгри как моногорода, и общая стоимость бюджета заложена порядка 108 миллионов рублей, 70 из которых выделил республиканский бюджет. Василий. Да, Александра, спасибо за информацию. Держите нас в курсе. А я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Александра Цыбикова. А в Подмосковье прошел экофестиваль. Москвичи свозили туда БУ вещи и вторсырье. Часть из них найдет своих хозяев, а остальное отправится на переработку. Оксана Егоркина с подробностями. Обычно праздники мусором заканчиваются. Экодвор с него начался. Дубнинцы с утра выгружают из припаркованных автомобилей не пакеты, мешки с отходами.
Я пришла на экопраздник не с пустыми руками. У меня здесь вторсырье, здесь БУ вещи. Сейчас попробую разобраться и понять, каким вещам еще светит вторая жизнь, какие можно отправить на переработку. Кстати, весь пластик я помыла предварительно и сняла этикетки. Организаторами праздника выступили дубнинские волонтеры. Екатерина Чувиковская – одна из них. Она ведет аккаунт в социальных сетях «Очень зеленая страница Дубны». В ежедневной жизни Екатерина полностью отказалась от одноразовых вещей. Говорит, этот праздник задумали с единомышленниками, чтобы привлечь внимание дубнинцев к теме мусора. Расскажите, что же это за праздник такой, экодвор, куда вот я могу все свои вещи, здесь у меня и БУ вещи, и вторсырье отнести, сдать, какие тут правила? Да, у нас тут есть несколько зон. Здесь вот зона, где принимают вторсырье, трудятся наши волонтеры, объясняют людям, что, куда можно сдать. Также у нас есть зона, где вещи можно либо продать, либо отдать даром. В этом сортировочном пункте сподвижники Екатерины на глазах у дубнинцев разбирают мешки с отходами. Отбор жесткий, сортируют согласно требованиям заводов-переработчиков, смело веряя в их руки свой мусор. Давайте вывалим. Там же нет ничего секретного. Ничего. У нас нет никаких секретов от телезрителей, только крышечки добра. Прошу обратить внимание, как ответственно население относится к сбору крышечек. То есть вот этот вот 240 литров мешок, то есть он уже практически наполовину заполнен, а это еще не все. Это за час только? Это да, только за час. Но это не единственное, чем я могу похвастаться. В моем пакете есть еще много упаковки. Алюминиевая банка – это, кстати, очень ценная вещь. Это самая дорогая фракция, которую принимает завод-переработчик именно. Поэтому мы ее собираем тоже отдельно обязательно. Правильно сделать, что вы ее смяли. Так объем наполняемый будет сокращаться, и можно больше в контейнер насыпать этих банок. Теперь пора заглянуть на гаражную распродажу и ярмарку. Здесь большой ажиотаж. Участвуют и взрослые, и дети. Внесем свою лепту. Надеюсь, кому-то пригодится. Дубнинцы приносят сюда посуду, игрушки, одежду, предметы быта. Банки отправляются на банковорот, книги в книговорот. Вы сегодня пришли на экодвор. Почему, зачем вам это интересно, важно? Ну, я последние месяца 2-3 вообще этой темой сильно так загорелась, да, у меня все началось стандартно, как у всех, с авоськи в магазин, вот, и потом вот девочки увидела, что вот эту страничку создали в Инстаграм, и то есть стала уже узнавать, что это за мероприятие. Вот мы успели вернуться в ночь, и я вот уже подготовила вещи, которые можно отдать даром, и мусор какой-то тоже копила. Для Марии Смирновой декор и хобби, и работа, но в какой-то момент признается, вещей стало слишком много. Всякие у меня декораторские штучки остаются, но, может быть, они кому-то вот пригодятся, рамочки там всякие. А здесь у меня для вязания. Добра хватает и для всех желающих, и для декораторов тоже. И для декораторов, и кто хочет украсить где-то, кто любит хендмейдом заниматься, вот тоже что-то украшать. Нашлось на экодворе и место для высокого искусства. Так, а здесь тарелки, и их ломают. Расскажи, что ты сейчас делаешь и для чего? Сейчас я разбиваю, собственно, камни, стекла, тарелки, которые привезли, для того, чтобы их уже смогли положить в мозаику. Рядом на глазах у публики художник Михаил Поляков с помощниками из осколков посуды собирает мозаичное панно. А тем временем у волонтеров в сортировочном пункте работа кипит. Первые мешки отправились в специально подготовленные контейнеры. Теперь этот пластик обретет новую жизнь, вторую. Потом эти контейнеры увезет к себе на площадку мусоросортировочная компания. Ее сотрудники здесь же, на празднике. Целый день они общаются с жителями на тему раздельного сбора отходов. Вот вы, как представитель мусоросортировочного комплекса, расскажите, какие здесь фракции представлены? Ну, здесь представлено 8 фракций. Это 2 вида пластика, стекло, картон, бумага, алюминиевая банка, полиэтилен. Вот, пожалуй, все. Жестяная банка, 8-й. Куда все это потом поедет? Это поедет к нам на сортировочный комплекс. Мы отсортируем все это, отправим на переработку. Вырученные деньги мы отдадим организаторам. Дубнинский праздник посетили и представители Московского экологического проекта. Они предоставили контейнеры для оргтехники батареек «Ветоши». Все это также попадет на переработку. А вот одежда, которая в этот день не нашла новых хозяев, отправилась в благотворительный магазин на 4 машинах.
Я свои авоськи опустошила, все про переработку узнала, так что с чистой совестью могу сказать, что сегодня я сделала Дубну чище. Всего в этот день дубнинцы собрали 150 килограммов стекла, 67 картона, 27 бумаги и 25 пленки. Организаторы обещают, что это только начало. Оксана Егоркина, Александр Плотников, Андрей Жигалов. Новости 360. Гидрографическая группа Северного флота, действующая в составе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца Иосифа, подтвердила открытие 5 островов, ранее замеченных там из космоса. Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тысяч квадратных метров. На новых островах проведена топографическая съемка. Они подробно описаны и сфотографированы. Впервые эти острова были обнаружены в 2016 году при анализе спутниковых снимков бухты Визе. Предполагается, что острова ранее были открыты ледником. В 2015-2018 годах гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца Иосифа и Новая Земля. А в Якутии появляются новые арт-объекты в рамках фестиваля современной культуры «Лето Якутия». Еще один мурал совсем скоро украсит столицу республики. Чему он посвящен, как проходит работа и кто автор нового объекта, нам расскажет Ольга Башук. Сейчас она на прямой связи со студией. Ольга, здравствуй, ждем подробностей. Василий, здравствуй. Лето подходит к концу, но оно точно запомнится нам яркими рисунками, которыми был украшен наш город. Но обо всем по порядку. Для участия в фестивале было утверждено 4 тепловых пункта. В июне месяце художники отправляли свои эскизы, уже после непосредственно горожане сами голосовали за понравившийся им рисунок. Уже после победы в открытом голосовании художники начали приступать к выполнению своих обязанностей, к воплощению этих эскизов в жизнь. Так, первый объект появился на улице Автострада, 50 лет октября. Он называется «Счастливая семья», такой яркий и добрый рисунок. Второй объект появился на тепловом пункте по улице Кирова, недалеко от Якутского музыкального училища. Он называется «Близость душ». Именно он, по задумке художников, отображает все эти чувства, любовь, гармонию в отношениях. А сейчас мы находимся на улице Кальвица, и здесь идут работы по росписи 2 тепловых пунктов. И рядом со мной находится художница Сахаяна Сыромятникова. Сахаяна, здравствуй. Судя по тому, что мы видим, можно сделать вывод о том, что твой мурал посвящен современным технологиям, не так ли? Здравствуйте, так и есть. Мурал называется «Сети», что с якутского значит «сеть». Я нарисовала, меня вдохновляла те современные технологии, да, интернет, телевидение, радио тоже. Я нарисовала тут персонажи, похожие на телефоны, телевизоры. Это меня вдохновляло, но будет черно-белым, потому что это не утяжеляет взгляд. И тут очень много мелких элементов, поэтому так будет смотреться более лаконичнее. Получается, раскрашивать вы его не будете? Да, не буду. Вот так вот черно-белым останется. Отлично. А можете рассказать про этот элемент, вот большая рука, которая держит глаз? Что это вообще означает? И очень интересно про девушку с телевизором узнать. Большая рука – это значит, что мы все время держим телефоны, телевизоры, телефоны, все такие гаджеты. А вот глаз – это как видеокамера, которая за нами следит вот, все время. Очень интересно. А осталось, получается, ровно половина этого мурала. Что планируется? Тут будет еще одна девушка, многоглазая, у нее будет много глаз. Это как маски с Инстаграма. Еще тут будут всякие старые телефоны, телевизоры, много пауков. А пауки – это как символ всемирной сети. А как вы думаете, кому может понравиться этот мурал? Взрослым или детям? Кого он заинтересует? И вообще, чем вы вдохновились перед этой работой? Мне кажется, в первую очередь это понравится детям, но и взрослым тоже. Это даст плод над чем подумать, и это как-то заинтересует взрослых и заставит их думать.
И что вас вдохновило? И мне интересно, как вы относитесь к современным технологиям, к социальным сетям? Меня вдохновляют сейчас художники зарубежные с интернета, которых я за ними слежу. Еще мультики всякие. Вот, я нарисовала в стиле более таком наивном стиле, как рисовал ребенок, но более профессиональном стиле, ключе. Так. А скажите, тяжело ли вообще наносить этот эскиз, да, получается, как вы это делали? Я предполагаю, может быть, это был какой-то проектор, который освещает все, или все-таки использовали какие-то такие более устоявшиеся уже технологии? Я проектором не рисовала, я просто прогонила через сетку, просто тут по метрам все рассчитала и по квадратикам нарисовала. Сахаяна, скажите, а сложно ли работать в такую погоду? Ну, как мы видим, она немного портится все-таки. Какие вообще планы, как будете работать теперь? Вот, сегодня сказали, что будет дождь, поэтому мы приостановили работу. Ну, по идее, краска высыхает быстро, и еще мы рисуем только через автовышку. Тут еще очень много труб, и по трубам нельзя ходить, и чисто через автовышку. Спасибо большое, Сахаяна. А в завершение я хотела бы рассказать про сам фестиваль «Лето Якутия». Фестиваль такого масштаба в республике проводится впервые. По задумке организаторов у нас в республике появится более 20 арт-объектов. Это и росписи на зданиях, большие муралы, это инсталляции и скульптуры. Кроме этого, в течение этого сезона проводились лекции, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков. И речь идет не только о городе Якутске, но еще о 11 городах и 3 селах нашей республики. По задумке организаторов, опять-таки, это хорошая площадка для молодых художников и архитекторов, где они могут реализовать свой творческий потенциал. Ну и самое важное, конечно же, то, что благодаря созданным арт-объектам наши города и села украсятся, они получатся более приятными, более такими яркими и будут привлекать как и нас, горожан, так и наших туристов. На этом у меня все. Василий. Да, Ольга, спасибо за информацию. Еще одну радость для глаз нам подарит следующий сюжет. 1000 человек забросали друг друга помидорами на фестивале Томатина в Испании. В провинции Валенсия на востоке Испании в среду состоялась традиционная Томатина. Фестиваль помидорных боев собрал в этом году 20 000 человек. Расскажет и покажет наша коллега Анастасия Дмитриева. Тысячи весельчаков в испанском городе Буньоль в среду устроили фестиваль Томатина, крупнейшую в мире продуктовую драку, швыряя друг в друга помидоры и прыгая по красному месиву под ногами. При численности населения 10 000 человек администрация Буньоля продала в этом году билетов в 2 раза больше. Так что участников собралось так много, что у них даже не было возможности как следует замахнуться для хорошего броска. 6 грузовиков привезли 145 тонн зрелых плодов. Организаторы бросали их с машины собравшимся. По правилам битвы кидаться можно только раздавленными помидорами во избежание травм. Некоторые особенно опытные бойцы надели очки для защиты глаз, но и они не слишком помогали, так как стекла быстро становились забрызганными розовой слякотью. Довольно много зданий власти обтянули брезентом, чтобы сохранить фасады. А вот стены тех домов, которые были не защищены, после битвы вполне могли бы стать источником вдохновения для современных художников. Считается, что Томатина возникла в 1945 году, когда между жителями тогда еще деревни завязалась драка. Фестиваль был запрещен на некоторое время в 50-х годах прошлого века, в разгар диктатуры генерала Франциско Франко, но возродился в 80-е годы, быстро завоевав популярность не только в Испании, но и во всем мире. И в завершении о погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане в эти минуты плюс 13 градусов тепла, ветер до 2 метров в секунду и облачно. В Ленске же наоборот ясно, ветер 2 метра в секунду, температура поднялась до 18 градусов тепла. Такой очень хороший скачок по температуре по сравнению с утром. В соседнем городе Мирном почти так же плюс 17 градусов по Цельсию, ясно, без осадков, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. А в Нерюнгри сейчас плюс 15 тепла, ветер 3 метра в секунду и переменная облачность. И в Якутске установилась облачная погода. В некоторых районах города может проходить небольшой дождь. Такая же картина сохранится и до конца всего дня. Сейчас на термометре плюс 13 градусов, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду.
Ну а на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.